я могу считать себя счастливым человеком. Во-первых, потому что за моей спиной уже 50 лет педагогического стажа. И я с уверенностью и благодарностью к себе хочу отметить, что я никогда не изменяла своей профессии, своему призванию педагогики. Во-вторых, в моей жизни были замечательные педагоги. Мурзабек Алиевич Нуртазенов, Татьяна Ивановна Жукова, Мариам Рамазановна Кандубаева, Али Турдугулович Турдугулов, Светлана Григорьевна Мочнева и, конечно, Василий Емельянович Шалабаев. Первое знакомство с Василием Емельяновичем у меня произошло еще в дошкольном возрасте, когда он был директором комсомольской средней школы. И вот однажды наш дом был недалеко от школы, и в поисках своего старшего брата я нечаянно забрела в школу. И я не знала, куда идти, но меня притянул мужской голос, который раздавался из кабинета. Я приоткрыла дверь, передо мной стоял огромный дяденька с книгой в руках. «Ты, девочка, кого-то ищешь? Потерялась?» Я ничего не могла ответить, заплакала и быстро вышла из кабинета. По-настоящему знакомство мое с Василием Емельяновичем произошло в 2001 году. Тогда, в честь очередного юбилея Ибрая Алтынсарина, Кустанайский университет имени Ахмета Байтурсунова в драматическом русском музее организовал конференцию. И на этой конференции я выступала со своим трудом, своим исследованием «Эволюция жанра басни в мировой литературе». Очень внимательно Василий Емельянович слушал мое выступление, и оно его заинтересовало. И после выступления я имела честь общаться с Василием Емельяновичем. Но особенно памятная встреча произошла ровно через год. Ранним осенним утром я ждала на остановке, на Наримановке я ждала маршрутку. Маршрутка подъехала, захожу в нее и глазам своим не верю. Василий Емельянович, а я только недавно думала о нем. Василий Емельянович, саляматсызбы, вы меня узнаете, вы меня помните? Я сестренка Сайдала, вашего ученика. И потом он улыбнулся спокойно, сказал: да, помню. А вы далеко едете? Ну, вот пару остановок, он сказал. А я еду на работу. И, волнуясь, и стесняясь, я пыталась сказать: а вы знаете, я вот сейчас начинаю изучать Ибрая Алтынсарина. Вы могли бы посетить мое занятие, прийти на мое занятие? Он спросил: где и когда? Я сказала: педагогический колледж. Завтра 9 часов занятие будет. Он ответил, его остановка, выходя, он ответил: да. Это вот слово «да» меня так окрылило, взволновало. Мы быстро подготовили библиотеку, выставочный материал, все из студентов своих организовали. На следующий день Василий Емельянович уже начало 9, где-то минут 10-15, он уже был в педагогическом колледже. Он был бодр, взволнован, он был так настроен. Его состояние было такое вдохновленное. К сожалению, я не знала, что он был тяжело болен. И вот, скорее всего, вот эта встреча, это была его лебединая песня. Много интересного он рассказал. Даже для нас было открытием то, о чем говорил Василий Емельянович. И
для моих студентов и для моих коллег это была уникальная встреча, потому что это была встреча поколений педагогов прошлого, настоящего и будущего. И вот уже, в декабре месяце его уже не стало. И я думаю, что это действительно был счастливый момент в его жизни, потому что вот сейчас я уже несколько лет нахожусь на пенсии, но для меня мой Казахский национальный университет искусств стал родным, потому что мне дают еще возможность общаться с моими студентами. И я преподаю, продолжаю преподавать. И для меня каждая встреча с моими студентами – это самые лучшие минуты моей жизни. Василий Емельянович прожил долгую и красивую жизнь. Он оставил добрый след, не наследил. И я думаю, что для многих поколений в будущем имя Василия Емельяновича будет ассоциироваться с именем настоящего педагога.